Каждую пятницу в этой части администрации Пицунды многолюдно. Жители маленького города приходят сюда не только для того, чтобы встретиться со своим депутатом, но и обсудить с ним важные насущные проблемы. В том, что помощь Беслан Смыр окажет, они не сомневаются, хотя и приходят к нему с весьма серьезными вопросами. Одна из главных и наболевших тем – паспортизация, признается депутат парламента, и его помощь чаще всего ограничивается получением информации, которую жители Пицунды самостоятельно не всегда могут добыть. Паспортный вопрос сегодня в Пицунде это очень актуально, потому что основная масса жителей Пицунды, кто проживает, русскоязычная, да, они все сталкиваются с этими пунктами, отсутствие 93-го года, это все. И многие обижаются, потому что все воевали в основном, все родились, после войны кто-то уехал на заработки, кто-то остался. Эта паспортизация их сильно обижает, как граждан Абхазии. По здоровью, когда обращаются люди с проблемами, да, и пытаюсь как-то помочь, там через Минздрав помогает сильно, комитет по инвалидам тоже, они тоже помогают, Бадра Агрба помогает хорошо. И вот так по мере возможности помогаем. По разным вопросам разное отношение к, скажем так, к руководству. Есть вопросы, которые они вообще считают, что никто не решит. Есть такие бытовые вопросы, они как бы обращаются, все, я думаю, это вопросы решаемые. Но серьезные вопросы, они не надеются на помощь государства. Второй по значимости вопрос, волнующий жителей – статус города. Речь идет о том, что Пицунда хоть и пополнила перечень абхазских городов, но на самом деле им так и не стало. Мешают этому ряд причин, и они совсем не территориального характера. Как оказалось, все основные службы находятся в Гагре и подчиняются Гагарскому району, и к самому городу не имеют никакого отношения. Ни одна из госструктур не подчиняется напрямую Пицунде. Планы у нас по Пицунде, я вам скажу так, серьезные. Мы когда удивляемся, что у нас Грузия не признает как государство, а мы Пицунду как город не хотим признавать сегодня. У нас есть название, статуса вообще никакого у нас нету практически. Все основные службы находятся в Гаграх, в Пицунде практически, кроме УГХ, больше и милиции. Сегодня нам никто не подчиняется в Пицунде. Школы нам не подчиняются, больницы нам не подчиняются, милиция нам не подчиняется, электросеть нам не подчиняется. Мы, как бы называется, находимся в окружении таких, скажем, монстров, да, а мы к ним отношения не имеем. Законодательно у нас, как бы, скажем, в этом деле провал. Все прекрасно знают, что Пицунда сегодня является визитной карточкой Абхазии. А для того, чтобы ее сделать на самом деле визитной карточкой, наше государство практически ничего не сделало. Все, что вы сегодня вокруг видите нас, да, видите, дороги, все, что вы видите, это еще с советских времен у нас. Это все было сделано. Единственное, вот стадион Чукбар, Виталий Александрович, он немножко реконструкцию делает, да, помогает Пицунде, да. А так в основном у нас все на том же уровне осталось. Мы сегодня хотим добиться того, чтобы наше государство признало Пицунду как город. Дала какие-нибудь нам, скажем так, привилегии городские. Тем более основная масса отдыхающих приезжает в Пицунду. И сегодня у всех на устах Пицунда в основном. Но заезжая в Пицунду, вы видели, в каком плачевном состоянии находится Пицунда. Дорог нету, освещения практически нету, ремонтных работ, связанных с коммуникацией, практически тоже ничего не делается. Каких-то радикальных таких мер в улучшение ситуации в Пицунде я сегодня не вижу и не слышу, потому что все говорят, у вас там есть средства, изыскивайте все у себя. А где их изыскивать? Ходить у санатория отнимать деньги? Они отчисляют все свои налоги. Естественно, мы сегодня находимся в роли просящего. Проблем в Пицунде, собственно, как и во всей стране, много. Вода, свет, дороги – все это требует капитального ремонта, на который собственных средств город не имеет. Жителям известной далеко за пределами Абхазии здравницы остается уповать лишь на инвестиционную программу 2020 года, куда, по словам Беслана Смыр, вошел ремонт части Пицунской дороги. Горожанам остается лишь ждать и надеяться на то, что благодаря этим средствам хоть какая-то часть дороги будет восстановлена должным образом. А вот решать остальные проблемы пока придется собственными силами, которых у Пицунды не так и много.